Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике является стабильной в течение недели. За последние сутки выявлено 26 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксировано 19 случаев. Необходимо обратить внимание, что по 2 случая выявлено в Вилюйском и Мирнинских районах, а также по 1 случаю зафиксировано в Алданском, Нерюнгринском и Тампонском районах. В остальных случаях есть у нас случаи, которые выявлялись в течение недели. Люди проходят лечение либо амбулаторно, либо в больницах. Есть районы полностью сейчас свободные от коронавирусной инфекции. Но непосредственно необходимо обратить внимание, что режим повышенной готовности продолжает действовать на территории всего, соответственно, всей республики, независимо от ситуации, которая есть. Наибольшее количество внимания сегодня необходимо дальше продолжать уделять пожилым гражданам Республики Саха-Якутия в связи с их низким восприятием, прежде всего, и таким сильной подверженностью новой коронавирусной инфекции. По республике идет вакцинация. Первую вакцину у нас получили уже порядка 56 570 человек. Вторую вакцину у нас уже получило 50 612 человек. Работает больше 100 пунктов мобильных бригад. Производится вакцинация в приоритетном порядке для лиц старше 60 лет. И, соответственно, на настоящий момент уже 11 480 граждан старше 60 лет получили первую вакцину. Из поступившей в республику вакцины на настоящий момент использовано 91,5%. От поступившей вакцины на этой неделе вакцинирование пройдет в том числе по арктическим северным районам республики на оленеводческих бригадах и стадах. За последние сутки лабораториями республики проведено 761 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Как мы говорили ранее, республика преодолела миллионное количество тестов, и сегодня уже на территории республики сделано с момента начала коронавирусной инфекции 1 007 029 тестов. Система тестирования помогает вовремя и оперативно выявлять коронавирусную инфекцию и принимать меры для того, чтобы не давать ее распространению. Крайняя неделя, которая у нас с вами прошла, она для нас была характерна разработкой и введением новых стандартов поведения во время массовых мероприятий. Как во время проведенного республиканского фестиваля «Мусустар», так и во время выборов главы города Якутска были опробированы стандарты безопасного проведения, исходя из, соответственно, санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с этим еще раз обращаю внимание, что само по себе проведение массовых мероприятий происходит по согласованию с оперативным штабом, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации с соблюдением соответствующих требований.